В потаенных и малодоступных местах немецких архивов, среди художественных зарисовок на военную тематику различных времен, содержится примечательная картина, на которой изображена ожесточенная битва где-то в ущельях гор. Автор данной картины, по-видимому, изобразил именно ингушей. Судя по описанию ингушских солдат XVIII-XIX веков путешественниками и исследователями того периода. Рассматривая данную картину и проводя анализ по историческим источникам, можно установить, что художник в своей работе намеревался показать зрителю именно образцы вооружения солдат-ингушей. Знакомясь в историческом музее города Лейпциг, что в Германии, с публикациями нюрнбергского книгоиздателя Августа Фридриха Андреаса Камбо, известного своими многофигурными лубочными миниатюрами на военные темы, среди всего прочего присутствует серия работ, посвященных русско-турецкой войне 1828-1829 годов. В ходе этой войны Россия, помогая греческим мятежникам отделиться от османской державы, направила через Дунай и Балканы русскую армию под командованием немецкого генерала Ганса Карла Фридриха Антона фон Дибич-Дуннартн, а вторую армию, со стороны Кавказа во главе с Иваном Паскевичем, то есть события частично развивались на Кавказском фронте, что и отразилось в миниатюрах. Но среди оригинальных миниатюр ручной работы одна сцена привлекает особое внимание. Не только своей удивительно красивой и необычной батальной сценой, но и неожиданной подписью, явно не соответствующей тому, что изображено. На интересующей нас иллюстрации, сделанной в Нюрнберге, отчетливо видна довольно масштабная сцена эпического сражения русских войск с ингушами где-то в районе Дарьяльского прохода. Вполне узнаваемо на дальнем плане выглядит гора Казбек, Башлам и другие особенности ландшафта и природы. Для того, чтобы выяснить, действительно ли автор преследовал цель изобразить вышеупомянутую кавказскую народность, для нахождения соответствий будем руководствоваться следующими гравюрами, изображающие образцы военного снаряжения и вооружения ингушских солдат XVIII-XIX веков. Авторами данных рисунков являются немецкий путешественник на русской службе Петр Симон Паллас и французский литограф Жан-Виктор Адам. Помимо гравюр, также используем и письменные описания из исторических трудов различных путешественников и исследователей того периода. Сомнений в том, что изображены ингуши, учитывая специфические детали одежды и военной амуниции, тоже не может быть. Щитами к XIX веку пользовались уже лишь ингуши и хивсуры. Однако у хивсур были круглые щиты, тогда как у ингушей щиты имели овальную форму. Совпадает и головной убор, голову у хивсур защищали плоские мисюрки с кольчужной бармицеей, а здесь мы видим куполовидные головные уборы, которые упоминаются в исторических источниках. На картине можно заметить и сучковатое копье, с рогатиной на конце, применявшееся как опора при стрельбе из ружья, и посох или заступ при ходьбе по крутым горам, все это тоже неотъемлемые спутники ингушей по всем описаниям конца XVIII – начала XIX веков. Наконец, воины на миниатюре полностью совпадают со всеми прочими этнографическими иллюстрациями, изображающими ингушей той эпохи, которыми несомненно пользовался нюрнбергский художник, едва ли видевших ингушей вживую. В данном видеоматериале содержится более подробная информация из исторических материалов исследователей и путешественников, описывавших вооружение и обмундирование ингушских солдат XVIII-XIX века.